Злоупотребление служебным положением, дача взятки или иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества. Примеров коррупционной деятельности немало, и все они, как известно, так или иначе актуальны в нашей республике. Неужели акции, видеоролики и плакаты против взятничества малоэффективны? Но именно через профилактику и привлечение к ответственности строить свою антикоррупционную деятельность региональное отделение Ассоциации юристов России. Действительной, реальной, эффективной профилактики этого явления, то и коррупционных правонарушений будет меньше значительно, и, соответственно, не будет вообще стоять вопрос о привлечении к ответственности тех лиц, которые такие правонарушения совершили. Немало вопросов у Аюпа Гагиева в части проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Если сравнивать статистику за последние годы, число проведенных проверок коррупционных нарушений за 2019 год составляет всего 30, а это на 11 актов меньше, чем за 2018. Отрицательно сказываются неполнота и бессистемность правовой базы, четких положений о полномочиях и ответственности государственных органов и должностных лиц. Пробелы видны в оценке правового регулирования вопросов проведения антикоррупционного мониторинга. Люди, конечно, не хотят называть конкретные имена, фамилии, да, коррупционеров. Да, это самая такая больная тема, когда ты говоришь, а вот кто это там у вас требовал что-то, да? А вот дайте его, назовите. Да, у нас такой менталитет, такое слово, набившее оскомину. Он такой, какой есть. Но ведь задача государственных органов, хотя бы чтобы условия были созданы необходимые для того, чтобы вот эта ситуация не возникала. Вот над этим нам надо думать. А граждан, я думаю, надо в последнюю очередь упрекать, что они так поступают. Проблемы противодействия коррупции не могут быть решены исключительно путем внесения поправок в законодательство о государственной и муниципальной службе, уверен уполномоченный по правам человека в Ингушетии Жамбулат Аздоев. Нормы антикоррупционной направленности должны пронизывать практически все отрасли права, в том числе в защите интересов человека. По данным индекса восприятия коррупции Transparency International, такая международная организация, в 2018 году Россия заняла 138 место из 180 стран, набрав 28 баллов. Как показывает та же статистика, деяния нарушения прав человека в подавляющем большинстве совершаются органами публичной власти. Мотивами служат социальный эгоизм, желание извлечь какую-то выгоду. Но действительно ли вся вина лежит на власти? Вопрос разбирала директор НИИ имени Чахахриева Нина Барахуева. По данным социологического опроса, который они провели в рамках реализации программы противодействию коррупции, большинство жителей не видят ничего плохого в том, чтобы дать на руку. Результаты исследования показали, что лишь 27,3% опрошенных считают, что работников не стоит благодарить, так как им платит государство. Около 27,1% опрошенных благодарят всегда и не считают подобное поведение проявлением коррупции. Считают, что благодарить стоит всегда 17,1%. По мнению собравшихся, трагедия сложившейся ситуации состоит в том, что теневое право, порожденное отклоняющимся, в том числе коррупциогенным поведением, приобретает весомость даже большую, чем сами формальные нормы. Причины коррупции, как опасного социального явления, лежат в самом укладе жизни. Посыл такой, что нужно и самому государству, и органам государственной власти, в первую очередь, выполнять свои обязательства. Ну и населению, конечно, нужно немножко менять правосознание наших граждан. Все должны знать, что коррупция – это болезнь, что это зло, это путь никуда. От этого зависит благосостояние нашего народа, ну и в целом республики. Встреча проходит в рамках Дня борьбы с коррупцией. Подобные мероприятия – еще один шаг, который дает нарушителям закона возможность подумать и осознать, что риск слишком велик. Для этого участниками конференции даже представлена выставка рисунков с агитационными лозунгами против коррупции. Жарадат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.